нас здесь. Где и когда начался ваш спортивный путь? Алло. Всем здравствуйте, всех приветствую. Рада всех видеть. Такое большое количество ребят. И, конечно, самый правильный вопрос – это рассказать свой путь. Я у вас здесь, в городе Алдан, первый раз нахожусь, но в Якутии, в республике, была, в Нерюнгри, тренировалась, катывалась на первом снегу в 2005 году. Это было 19 лет назад. Так что я сюда вернулась с очень теплыми воспоминаниями. Очень было здесь здорово, и такая ностальгия, и приятно было сюда вернуться. Мой путь начинался и развивался в городе Москве, самой обычной семье. Ну, может быть, обычная многодетная семья. У меня еще есть 2 сестры, нас 3 девочки, мама с папой. Папа у меня летчиком был, летал. Сначала был военным, потом переучился на гражданского. И мама всю жизнь работала, сначала она была стюардессой, где они с папой познакомились, потом папа сказал, нечего летать, садись дома, воспитывай детей, и она ушла, переучилась и пошла работать воспитателем детского сада. И всю жизнь проработала воспитателем. Так я и росла, я младшая в семье, у меня есть 2 старших. Старшая Оксана, средняя Лена, и я младшая. Потому что я младший залюбленный ребенок, как считают старшие, а все младшие считают, что наоборот, что младшим достается. Но мой путь начинался не так рано, как сейчас начинается. Я, наверное, вернее, всю свое детство я помню, что я проводила с сестрами. Нас в спорт привела, наверное, средняя сестра, именно в лыжный спорт. Мы, как обычные школьники, ходили в школу, и наш первый тренер пошла в школу и позвала заниматься лыжным видом спорта. И пошла туда средняя сестра, потом туда подтянула старшая Оксана, а я младшая с ними ходила я всегда с ними, то есть когда младший ребенок, всегда со своими старшими детьми и всю жизнь, мне кажется. Вот, и в лагеря в пионерские ездила, и до родителей договаривались, чтобы меня взяли в лагерь. Я вообще в 5 лет или в 6 поехала в пионерский. То есть я жила с вожатыми, под ответственность вожатых было раньше немножко проще, чем сейчас. Вот, и в спортивные лагеря просили тренера тоже не играть. Но я ходила, гуляла, то есть прям начала тренироваться там с 5-6 лет. Начала тренироваться я более осознанно, это лет 12 или 13. В 10 лет я приходила в секцию, Оксана Шломейстер, моя первая тренер, наша общий первый тренер с сестрами. И она меня еще спрашивала, придешь ты сегодня или завтра? Я говорю, не знаю, захочу, приду. То есть у меня было такое... Я наслаждалась, наверное, детством. Я говорю, я еще в куклу в 10 лет играла. Так что, девчонки, мне хотелось играть в куклы, коляски катать. Вот. Ну и потом постепенно я начала ходить уже, то есть мой возраст, сначала начала заниматься моим возрастом, и постепенно начали участвовать в соревнованиях, на первенстве школы. Вот, и занималась лыжными гонками я. Вот так постепенно тренировалась я. 13-14 лет уже почувствовала вкус победы. То есть участвовала, наверное, в соревнованиях. Я помню свой первый старт, закрытие сезона. У нас проводилось всегда закрытие сезона проводится, бежали марафон. И вот я тогда выиграла среди своего возраста его, и у нас на столе вот так лежали призы, там лежали всякие ракетки теннисные, не помню что, но я выбрала теннисную ракетку для большого тенниса. То есть у нас прямо на столе вот лежала куча призов, и мы кто первый, тот приходит и выбирает. Мне нравился большой теннис, в принципе, я представляла, как я на корте перед зеркалом с этой теннисной ракеткой. Так как этот вид спорта был недоступный для нашей семьи, пришлось мне дальше заниматься лыжными гонками. Всегда я думала и мечтала, что я буду хорошей теннисисткой, потому что верхний плечевой пояс крепкий был, как всегда говорит тренер. Было хорошо. И я эти соревнования запомнила, то есть пошли успехи. Конечно, не всегда бывают успехи. Это как бы я для детей говорю, что не всегда бывают успехи, всегда есть и поражения, с которыми надо справляться. И постепенно меня затянуло в секцию, я стала ходить регулярно. Затянуло, у нас была хорошая компания. Есть хороший тренер, который нас заинтересовывал всякие чаи, баранки, чай с вареньем после тренировок. То есть она умела нас сплотить, и поэтому мы ходили как дружить в секцию. Реально не тренироваться, потеть, а просто дружить. Так вот, до 15 лет, наверное, я тренировалась, выступала на соревнованиях на первенстве Москвы. И показывала хорошие результаты, и была одной из лучших лыжниц в городе Москве.
И как раз таки была спартакиада, зимняя спартакиада учащихся, тоже проводилась у нас в России, и меня, там был биатлон, лыжи, но меня попросили поучаствовать в биатлоне. И за несколько месяцев меня положили, ну, я имею в виду, научили стрелять, вот, дали мне винтовку, объяснили, очень был хороший тренер Виктор Никитич Изотов, он был раньше тренером сборной ДСАФ. Ой, или урожай было общество такое, то есть он тренировал тоже олимпийскую чемпионку, в сборной работал хороший. Вот, наверное, все навыки, которые он мне заложил тогда, я их всегда всю жизнь свою вот пронесла вот, по всей своей карьере. То есть он меня научил стрелять. Вот, и я поехала на эту спартакиаду, отобралась сначала среди